ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Понедельник, 10 утра, пляж близ бассейна «Юность». Стартует необычная экспедиция до села Ижма. Ее маршрут фактически повторяет путь первопроходцев, но если те поднимались к Ухте, то нынешняя команда спустится по рекам. Цель экспедиции двояки. С одной стороны, это наметка будущего туристического маршрута, который может стать популярным как среди своих, так и гостей региона. Однако еще важнее этнография. По берегам раскидано немало деревень, до которых не просто добраться. И чем там живут люди, что могут рассказать об истории, традициях, культуре. Все это экспедиция также планирует тщательно собрать. Ожидание, конечно, очень интересно, потому что сама по себе вот те места, по которым будем проходить, они уникальные, их никто не раскрывал вот с той стороны, с этнографической, с культурной, с исторической в комплексе. То есть информация по каждой из деревень определенная, но она не структурирована вот для туриста, да, для человека, который хотел бы здесь проплыть, пройти. Вот. И наше ожидание встретиться, зайти в каждую деревню, встретиться, благо нас там ждут, уже все предупреждены, узнать все подробности и по истории, и по возможностям размещения, по всяким турпродуктам, которые они могли нам предложить, по услугам, там, бани, ну, то есть вот в этом все. Ну, наверное, единственная трудность, она такая бодрящая, наоборот, наверное, это мы ожидаем. Встречный ветер северный, все-таки Ижма, у нее течение в северном направлении, поэтому можно ожидать ветров достаточно серьезных в лицо. И это будет, представлять для нас определенные сложности в выгребании на таких больших плавсредствах. Команда это 4 человека пройдет 250 километров, примерно по 25 в день. Лодок 2, драфт для пассажиров и грузовая. В общей сложности с собой люди везут почти 200 килограммов груза. Плыть будут не спеша, в общей сложности 9 дней. Обратно планируют вернуться на машине, но самое главное, по итогам экспедиции планируется подготовить и оформить путеводитель по реке Ижма. Фактически это своеобразная подготовка к сертификации маршрута. И, кстати, с путеводителем при желании можно будет ознакомиться всем желающим.